Правительство Коми и третья концессионная компания «Просвещение» подписали концессионное соглашение, по которому в республике будет построен современный образовательный комплекс на 750 мест. Профинансирует проект Сбербанк. Проектирование, строительство и техническую эксплуатацию образовательного комплекса в течение действия соглашения берет на себя новый партнер республики. Формат концессии – это оптимальный и максимально выгодный для Коми механизм развития капстроительства в социальных сферах, отметил глава Коми. Об уникальном сотрудничестве расскажет Ольга Коняева. Выльгард – активно развивающийся район Республики Коми. Здесь строят новые дома, социальные объекты, семьи прирастают пополнением. Именно здесь к 2024 году появится и современный образовательный комплекс, школа на 550 мест и детский сад для 200 дошкольников. Проект совместный. Правительство Коми, Сбербанк и третья концессионная компания «Просвещение» работали над ним не один день. Начиная от подбора участка, Эльмира Ахтямовна не понаслышке знает, какие горячие рабочие группы у нас были. Владимир Викторович меня по выходным принимал, мы там обсуждали какие-то вещи. Алексей Владимирович, мы вообще, по-моему, в постоянном режиме были на связи. И, наверное, вот именно поэтому, благодаря роли каждого на местах и вкладу, этот проект все-таки получился. По концессионному соглашению в Коми уже построили 2 участка дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар. В социальной сфере таких проектов у нас еще не было, а потому подписание соглашения – судьбоносный момент, отмечает глава региона. Это первый шаг в развитии образовательной инфраструктуры в регионе с помощью концессионной модели. Ее уникальность в том, что Коми получает готовый объект и только потом поэтапно за него расплачивается. Для нас очень важно сделать проект по такому эталонному варианту, потому что у нас есть достаточно успешные проекты в строительстве школ, есть сложные проекты, к которым мы шли годами, были смена подрядчиков, все это не улучшает качество проектов в итоге. Мы хотели бы показать и действующим, и будущим подрядчикам вообще, как проходит вот такая правильная организация работ от проектирования, строительства, оснащения, инсталляции оборудования и сдачи проекта уже в работу, в плавание. Стоимость образовательного комплекса – 1 миллиард 400 миллионов. Оплата по концессии начнется, когда объект передадут региону по договору с 2024 года. 10 лет по 140 миллионов плюс годовые 9,5%. Эти расходы будут запланированы в бюджете республики заранее. При этом есть право досрочно погасить концессию. Мы все-таки смотрим на то, что сделать школу не просто быстро, а качественно с точки зрения образовательного результата, будущего образовательного результата и для обеспечения качественного образовательного процесса. Это наш основной приоритет, и мы в первую очередь смотрим на это, когда проектируем объект. Соответственно, проектируем, строим самостоятельно тоже, то есть мы выступаем в роли генерального подрядчика и, соответственно, впоследствии эксплуатируем на всем цикле уже эксплуатации объекта согласно концессионному соглашению. В портфеле Сбербанка больше 20 одобренных сделок государственно-частного партнерства в Северо-Западном округе. Кредитная организация – ключевой партнер третьей концессионной компании «Просвещение». Общие проекты успешно реализуют по всей стране. Теперь и в Коми. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».